Здравствуйте! Доброе утро! Этот замечательный день встречаем с вами мы, Влад Портнов и Светлана Звонарева. Мы рады вас приветствовать, радуемся лету, болеем за футбол и активно готовимся к плодотворным и незабываемым выходным. Сегодня пятница, 22 июня, и вот малая часть того, о чем мы поговорим с вами сегодня. Чемпионат мира по футболу продолжается. Туристы и болельщики в Древнем Болгаре. Приятного аппетита! Готовим просто и вкусно! В кино обзор премьер на выходные. Благодаря радушию, гостеприимству и отличной организации все, без исключения иностранные туристы, которые приезжают в дни чемпионата мира по футболу в наш город, открывают его для себя, знакомятся с нашей культурой и отлично проводят время не только при просмотре матчей. Также с большим удовольствием они посещают многочисленные экскурсии, которые для них приготовили. Вот как австралийцы знакомились с Древним Болгаром. Вместе с ними на экскурсии побывала и наш коллега Эльмира Шигапова. Болельщики из Австралии во время чемпионата мира посетили не только Казань. Атмосферу футбольного праздника они привезли и в Болгар. Фанаты красно-белых познакомились с красотами древнего города. Они с интересом разглядывали музейные объекты и экспозиции, к примеру, деревенский ансамбль с мельницами, домами и амбарами. Жители Зеленого континента заинтересовались не только жизнью крестьян, но и их традиционной музыкальной культурой. Местный фольклорный чувашский ансамбль разыграл для гостей чемпионата фрагменты обрядов своего народа. Испокон веков наши предки, выходцы все из булгарской земли, можно сказать, Сувар, вот Беляр, вот это наши предки жили здесь. До христианства памятники находят, некоторые памятники можно читать только на чувашском языке. Гости дорогие, угощайтесь! Не отказались болельщики и от возможности отведать чувашского кваса. Да и ароматный каравай, которым участники ансамбля по традиции встречают гостей, разошелся за считанные минуты. Седьмой фестиваль духовной музыки «Музыка веры» продолжается. После Свияжска, где он был открыт, он перемещается в Казань, а потом отправится в Болгар. Об этом говорим с хормейстером камерного хора Республики Татарстан Ксенией Романовой. Ксения, доброе утро. Доброе утро. Давайте мы начнем с того, что уже было. С первого концерта, с открытия. 12 июня все это открылось. Как прошло, расскажите, пожалуйста. Замечательно прошло. Мы выступали в храме Всех скорбящей радости. Приехали хоры со всего Татарстана, можно сказать. Исполняли духовную музыку православную. Некоторые исполняли современную музыку в храме. Это, например, хор «Преображение» под руководством Николая Беляева. Прошло все очень красиво. Очень много красивой музыки, очень много было людей, туристов. Прозвучали даже аплодисменты в храме. Вот, я хотела спросить, как можно успех именно определить, потому что, храм не подразумевает каких-то бурных оваций. Вот как это выражалось? Да, вы знаете, обычно все проходит достаточно скромно, в скромной духовности. Но в этот раз как-то люди очень порадовались выступлением и даже под какие-то овации встречали и провожали коллективы. А акустика в зданиях религиозных, как правило, особенная. Звучит все по-другому. Как вы специально что-то как-то к этому готовились? Вы знаете, в таких храмах специально готовить вообще ничего не нужно, потому что звук, он сам летит, сам создается в этом куполе и сам к зрителю возвращается. То есть ничего не мешает, а наоборот помогает, все создано именно для этого. Абсолютно верно. Ну хорошо, тогда возвращаемся в день нынешний, в настоящий. Что нас ждет, в ближайшее время? Какое продолжение? Ждет нас, конечно, грандиозный концерт, который пройдет на Пушкинском дворе 26 июня. В этом году очень много разной духовной музыки, разных конфессий. У нас
нас ожидает также негритянский спиричуэл, нас ожидает «Аллилуйя» Генделя в обработке джазовой. Шикарно. Нас ожидает армянский дудук, также тибетские чаши. И, в общем, очень много всего интересного. Это будет, я считаю, что это будет очень интересный концерт. Это все были собраны люди из каких-то местных диаспор? Или вы выходили на контакт с людьми вот из далеких-далеких Да, только стран? наши коллективы татарстанские или все-таки гости какие-то приезжают? Нет, это наши Решили собственными силами да, уроженцы нашей родины. Собственно, у нас много таких талантов, много экземпляров очень интересных в музыке. И вот они будут завтра нам все показывать, эту международную, такую духовную музыку. Это очень интересно. И еще один очень важный и интересный момент – это инструменты, на которых все это будет звучать. Вокал. Наверняка тоже, да, оригинальные какие-то, если вы вот про Тибет сказали. Да, пока еще не было генерального прогона, мы пока еще вот именно хор не слышали, как это То будет есть для вас звучать. это тоже для сюрприз? нас это тоже будет огромный сюрприз, мы его с нетерпением ждем очень. Вот. С дудуком мы уже порепетировали, мужской состав нашего хора будут исполнять молитву армянскую. Солистка, замечательная девушка Александра будет. То есть хор играть мужской, на дудуке, да. но солистка играет. Солистка на дудуке, да. А с тибетскими чашами, да? А с тибетскими чашами это, конечно, все очень покрыто большой тайной. Ну, это Тибет. Да, покрыто большой тайной, мы пока не слышали этого, но очень ждем, конечно, в предвкушении таком. Ну и завершаться этот фестиваль будет в Болгаре, да, если мы не ошибаемся. Большой концерт состоится там. Ну, есть какие-то тайны, которые вы можете открыть прямо сейчас? Насчет тайн, наверное, ничего тайного нет в этом. В афише даже написано, что это мусульманская музыка прозвучит в Болгаре. И там уже выступления будут малых ансамблей и каких-то солистов, потому что будет звучать духовная мусульманская музыка, мунаджаты какие-то. Вот. И, собственно, это проходит уже малым камерным составом исполнителей. Вот, собственно, и все, что я могу об этом сказать. Да, но мы будем надеяться, что исполнение пройдет малым составом, но действительно зрителей и поклонников будет Конечно, очень много. Безусловно, Так что да, мы желаем вам большого успеха. Мы вам желаем удачи. Какие пожелания лучше всего, значит, оказать руководителю хора? Пожелать что? Голоса всем? Да, голоса, звучания, вдохновения. Да, слаженности в коллективе. И слаженности. Вот этого всего мы вам и желаем. Пускай все пройдет отлично. Мы совсем скоро продолжим нашу программу после небольшой рекламы. А еще розыгрыш. Да, у нас есть подарочки. В общем, после рекламы вернемся. Доброе утро, и пришло очередное время гороскопа, и начнем с первых 6 знаков зодиака. Итак, внимание. Итак, Овны, к вам сегодня звезды расположены благосклонно. Это благоприятный день для успешного решения семейных проблем. Сегодня к вам вернутся давно забытые чувства. В семье будут царить нежность и любовь. Ну, прям как в конце фильма «Любовь и голод». Тельцы, хотя у вас и нет прямых врагов, вероятно, проявление агрессии со стороны незнакомых людей. Держитесь подальше от слишком активных и деятельных людей. Водоворот жизни может захватить вас и подчинить чужому влиянию. Не поддавайтесь. Близнецы, вы можете почувствовать потребность в общении с родителями, давними друзьями или в посещении памятных для вас мест. А вот улучшение материального благосостояния сегодня не предвидится. Возможны неожиданные расходы. Раки – этот день, отражающий вашу внутреннюю сущность, и он может сложиться двояко. Возможно, неудачи из-за потакания собственным слабостям, рассеянности и эгоизма. Позаботьтесь о том, чтобы ваше окружение состояло из надежных людей. Будьте осторожнее и сдержаннее в словах. Жизненный потенциал львов сегодня начинает расти. Вы легко справитесь с самыми сложными задачами, которые казались неразрешимыми. Вы не должны отказываться от новых дел, даже если они покажутся бесперспективными.
Атмосфера неопределенности, нервозности, спешки вплоть до вечера будет для дев сегодня постоянным раздражителем. Эмоциональное и физическое перевозбуждение может иметь не слишком хорошие последствия. Не менее напряженной будет обстановка в дороге и в гостях. Так что ни туда, ни сюда не отправляйтесь. Сидите дома, да. Движемся дальше. И советуем вам запомнить новый спортивно-физкультурный термин – бёрпи. Это упражнение, которое многие профессионалы называют лучшим упражнением из всех когда-либо существовавших. Бёрпи нацелены на такое количество групп мышц, сколько не затрагивает ни одно силовое упражнение. Данная методика была разработана более 80 лет назад, но обрела невероятную популярность совсем недавно. Вы можете делать бёрпи где угодно, дома, в спальне, на улице. На улице особо интересно будет, да, вы сейчас поймете почему. В гостях, дома у бабушки. У бабушки, на даче. Ну, чтобы, да, вместе с бабушкой. Все, что нужно, это свободное время и правильная техника выполнения. Бёрпи – это лучшее упражнение для всего тела. Оно включает в работу все мышцы, мгновенно поднимает пульс и позволяет сжечь огромное количество калорий. На одно бёрпи затрачивается примерно 1,5 килокалорий. Предлагаем вам 3 уровня сложности этого упражнения. Первый уровень – начальный. Быстрым шагом, без прыжка, примите положение планки. Контролируйте поясницу и положение ладоней под плечевыми суставами. Опустите колени на пол и выполните отжимания, сгибая локти назад. При этом тело от колен до макушки должно представлять собой ровную линию. Выполните шаг стопами к ладоням и сделайте прыжок вверх. Второй уровень – средний. С помощью прыжка примите положение планки, контролируйте поясницу и положение ладоней под плечевыми суставами. Сгибая локти назад, касайтесь грудью пола. При этом ваше тело – ровная линия, от пяток до макушки. Опирайтесь на колени перед подъемом. Прыжком перенесите стопы к ладоням и выполните еще один прыжок вверх. Третий уровень – профи. С помощью прыжка примите положение планки, контролируйте поясницу и положение ладоней под плечевыми суставами. Сгибая локти назад, касайтесь грудью пола. Ваше тело должно представлять собой ровную линию от пяток до макушки. Поднимите себя вверх, разгибая локти, но не провисая в плечевых суставах. И прыжком перенесите стопы к ладоням. Затем выпрыгните вверх, максимально подтягивая колени к груди. Начните выполнять по 10 бёрпи в день и постепенно увеличивайте их количество. Также экспериментируйте с уровнем сложности. После выполнения этого упражнения ваш метаболизм будет работать намного активнее в течение всего дня. Делайте бёрпи и будьте в форме. Ой, я смотрела даже сама, вот как будто позанималась. Как будто позанималась. Настолько интенсивно. Всю жизнь делали просто отжимания с выпрыгиванием, а теперь оказывается, что это бёрпи. бёрпи. Это как макароны. Вот всю жизнь ели макароны по-флотски, оказывается, что это паста болоньезе. Да, кстати, о еде. Кстати, про еду, да. После такой интенсивной тренировки для похудения в любом случае вам понадобится пополнение энергии. Да-да. И определенное количество калорий в виде фитнес-блюда. И один такой рецепт мы сейчас вам и представим. Это будет пицца, но не спешите считать лишние калории от ее употребления. Рецепт этой пиццы выверен и малокалорийен, а пицца все равно будет очень вкусной. Привет! Только в комплексе. Усердные тренировки и правильное фитнес-питание дадут желаемый результат в построении тела вашей мечты. Многие
Многие считают, что фитнес-меню скучное и однообразное, но мы развеем этот миф. И сегодня в нашей лаборатории мы приготовим пиццу. Есть вещи, которые не под силу любым экспериментам. Увы, одна из таких вещей – колбаса пепперони. В маленьком тонком ломтике содержится 30 калорий. Это приговор! Но не будем отчаиваться. Возьмем куриное филе в сочном соусе и сделаем его достойной заменой. Для соуса бланшируем помидоры и режем чеснок маленькими дольками или тонкими кружками. На разогретую сковородку выкладываем сначала чеснок, чтобы он начал давать аромат, а затем сбланшированные помидоры. Тушим помидоры и чеснок минуту, периодически помешивая, а затем начинаем аккуратно давить помидоры для получения пастообразной массы. Для приготовления основы для пиццы режем куриное филе и свежий укроп. Добавляем соль, перец и смешиваем все это при помощи блендера. Для начинки мы берем перец и шампиньоны и нарезаем их полукольцами. Выкладываем основу на противень в форме круга или прямоугольника толщиной 1 см. Равномерно смазываем основу нашим соусом. А теперь добавляем начинку. Добавляем сыр фета и отправляем в духовку на 20 минут. Пиццу заказывали? Данное блюдо отлично подойдет на обед или ужин. На обед и ужин, да и на завтрак тоже, в общем-то. Мы бы не отказались сейчас, но у нас есть важная миссия. Попозже, да, на попозже отложим. Заметили что-нибудь? Билетики у нас стоят здесь. Приятный сюрприз ожидает сейчас того, кто неплохо знает географию или умеет быстро пользоваться интернетом. Знаете ли вы, что самыми маленькими дельфинами в мире считаются дельфины Мауи? Их длина не превышает 1,5 метра. Ну, собственно, этот билет в дельфинарий будет ваш, если вы ответите на вопрос про этих дельфинов. Да. Этот маленький билет за маленького дельфина. Да. А вопрос такой: у берегов какой страны обитают дельфины Мауи? Звоните по телефону прямого эфира 570-50-75. Думайте, вспоминайте географию, выигрываете. Ну или быстренько набирайте запрос в Google. Ну а пока вы это делаете, мы покажем вам очередную порцию лайфхаков, которые пригодятся вам в повседневной жизни. Мы покажем вам несколько полезных лайфхаков, которые пригодятся каждому пользователю смартфонов. Чтобы зарядить смартфон в поездке или командировке, используйте USB-разъем гостиничного телевизора. Чтобы запомнить длинный список продуктов, которые необходимо купить, просто сфотографируйте содержимое холодильника перед походом в магазин. Так вы точно ничего не забудете. Если у вас есть MacBook, попробуйте прикрепить наушники к верхней части экрана. Так они будут меньше мешаться и запутываться. Чтобы телефон заряжался быстрее, активируйте, включите или запустите авиарежим. Это позволит сократить время зарядки.
Во время путешествий сделайте скриншоты проложенных маршрутов и отключите службу геолокации для экономии заряда аккумулятора вашего смартфона. Дельфин и русалка, они, если честно, не пара, не пара, не пара. А пара ли билет и наш дозвонившийся сейчас узнаем. Доброе утро, как вас зовут? Алло. Алло. Да, доброе утро. Меня зовут Ирина. Какая страна является родиной дельфинов Мауи? Где они обитают? Около берегов Я так полагаю, что это Полинезия. Полинезия? Ну, примерно тепло, но нет. рядом. Где-то рядом, но нет. Так, есть еще одна попытка. Ух, сейчас у нас урок географии какой здесь разворачивается. Доброе утро, как вас зовут? Алло. Сырья меня зовут. Итак, Сырья, может быть, вам повезет? Новая Зеландия. Новая Зеландия, вы абсолютно правы. Мы Ну вот поздравляем вас и вот вручаем вам такой замечательный ура, приз, ура. где вы встретитесь, в общем-то, вот. С дельфинами Мауи может быть. Да, может быть. Билеты в Новую Зеландию разыграем как-нибудь в следующий раз. Пока вам сейчас расскажут, как забрать эти билетики. Ну а пока... Краткий анонс самых интересных программ ТНВ, которые мы приготовили для вас сегодня. Ну и советуем не пропустить последнюю серию мини-сериала «Папа в законе». История завершится сегодня. Ась, вот тебе мама никогда не говорила, что любой конфликт можно решить словами? Она говорила, нужно уметь за себя постоять. Только у нас теперь большая проблема, знаешь? Вот из этого вот садика тебя вот за это могут исключить. А ничего, я буду с тобой на работу ездить. События сериала разворачиваются стремительно, и скоро главный герой, оказавшийся в безвыходной ситуации, поймет одну важную вещь. Но успеет ли он принять единственно верное решение? «Папа в законе», финал сегодня в 9:00. Обзор культурных событий города, яркие премьеры и люди, без которых немыслима творческая жизнь. Сегодня в выпуске. «Колдунья», «Бесприданница», «Обед». Как прошли в Казани гастроли Нижнекамского татарского драматического театра. «Музыка с небес». Хор Валаамского монастыря выступил в нашем городе. ДК сегодня в 14:15. Никакого как будто улучшения. Твои лекарства. Я понимаю, его сейчас, конечно, надо было бы переправить в отряд, но замены нет. А вообще... О, продажные шкуры! Получай! Во время немецкой оккупации Крыма в руки врага попадает бесценная картина Айвазовского. Вернуть ее любой ценой предстоит разведчику Гайку Майдеросову. Выполняя задание, он устраивается на работу в комендатуру Феодосии. Цена возврата. Смотрите в 21:00 на ТНВ. Бывший тренер футбольной сборной России Гус Иванович Хидинг поделился впечатлениями от игры нашей команды сборной России на чемпионате мира 2018 года. «Я охрип, потому что праздновал сборную России». Ну, видимо, просто песни пел. Победу праздновал. Да. Очень приятно, что команда так изменилась по сравнению с тем временем, когда играла в Кубке Конфедерации, сказал он. И я бы еще добавил не только по сравнению с Кубком Конфедерации, но и по сравнению с тем, что было буквально пару недель назад. Изменилось кардинально. Ну, да, тебе виднее. А вот у многочисленных фанатов и болельщиков, которые приезжают на матчи своих команд, голосовые связки тренированы. Их речевки, кричалки вкупе с традиционными элементами национальных одежд – отличительный признак даже в самой многоликой толпе туристов. Nous allons, partout nous allons, les gens nous demandent, qui nous sommes, et nous leur répondons, nous sommes les Français, Oucha, les Français sont là, Oucha, les Français sont là. Iran.
общем, быть болельщиком это тоже непросто. Пока футболисты тренируются на поле, болельщики тоже вот занимаются. Тренируются это еще же тоже как. тренировка. Это бёрпи настоящее сейчас было. Кстати, недавно наблюдал замечательную картину. Играла Германия с Мексикой. Мексика победила неожиданно, ну так, эмоционально. Все болели, вот в небольшом ресторанчике, где находился, все болели за сборную Мексики. Там сидели австралийцы, французы, перуанцы, все болели за Мексику. И после того, как Мексика победила, французы встали и начали петь, угадай, что? Калинку-малинку? Нет, Марсельезу. Я не совсем понял логику, но это было мощно. Зато я знаю, кто вчера молчал. Вся страна молчала. Все болельщики. Аргентина вчера. Тишина была в стране. Но мы молчать не будем. Потому что я за Хорватию болел. Ладно, все, про погоду сейчас поговорим. В России и в Казани, собственно, в частности. Да, сегодня нас ожидает замечательная, вот настоящая летняя погода. Да, 25 градусов днем, облачно и без осадков, малооблачно. Правда, ночью сегодня будет прохладно, около 13 градусов. Но это не страшно, потому что ночью мы будем что делать? Что будем делать? Спать? Хотя в пятницу спать это Да, слушай, фан-фест идет на всю мощь. Какой спать? Нужно идти и Тем более дождя не будет ни днем, ни ночью, поэтому... Пожалуйста, гуляйте, поддерживайте команды, болейте, наслаждайтесь замечательной атмосферой праздника. У нас сейчас тоже будет замечательная атмосфера праздника, рекламного, ну а потом мы продолжим нашу программу. Доброе утро, это программа «Здравствуйте». В Казанском Кремле открылась выставка «Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи периода позднего Ренессанса» из собрания Государственного исторического музея. И мы встречаем очередного гостя нашей программы. Это директор Государственного исторического музея в Москве Алексей Левыкина. Алексей Константинович, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, начнем с самого главного. Средневековье. О каком периоде конкретно идет речь? Ну, конкретно можно сказать достаточно точно. Там представлены образцы снаряжения, вооружения, защитного вооружения, холодного оружия, где-то примерно начало 16 и начало 17 веков. Ну и страны. Какие страны там представлены? Ну, прежде всего, это, наверное, работа лучших мастеров европейских, таких регионов, как Бранденбург, Брауншвейг, Саксония. Вот, то есть это действительно центры по того времени по производству парадного защитного оружия. В общем, немецкие мастера в основном. И понятно, что Франция наверняка, тоже? Да, конечно. Каждый экспонат, мы уверены, что он, безусловно, дорог, но какие экспонаты вызывают наибольший интерес у Вы знаете, наверное, наиболее самые такие эффектные образцы – это образцы полного доспеха вооружения. Такие есть будут? Есть, они там представлены, да, причем тут следует сказать, что, так сказать, сама выставка достаточно точно и четко отражает ее статус «Королевские игры», да, и та коллекция, которая представлена на этой выставке, это уникальные образцы действительно королевских и курфюрстских домов Европы того времени. То есть это, можно сказать, это работа лучших мастеров, да, для самых, так сказать, высших элитных представителей знати. Поэтому они потрясающе украшены, но при этом обладают потрясающими качествами. То есть мы увидим вот рыцарский комплект в полный рост, скажем так. Конечно, есть такое? Да, есть. И рядом костюм оруженосца. Нет, там не только костюм оруженосца, там есть некоторые действительно образцы снаряжения, о которых мы очень мало знаем. Это и щиты, это, кстати, элементы защиты боевого коня, огнестрельное оружие, холодное оружие. Сейчас про оружие мы еще продолжим тему. Про подробности, какое именно оружие. Вопрос вот какой, мне кажется, очень важный. Вот все эти экспонаты, они участвовали в войнах тех времен? Или это что-то восстановлено? Войны, парады, как мы вот... Да, непосредственно. Это непосредственно, это те, так сказать, те предметы, которые изготавливались в это время, вот в 15-16 веке, выполняют двойную функцию. И были в деле, скажем так. Да, они представляли своего владельца, и во время парадных церемоний они представляли своего владельца и на таких
мероприятиях, которые мы, так сказать, знаем из литературы. Это рыцарские турниры, которые проходили во многих странах. Это знатные были люди все-таки, наверное, могли Это себе были позволить. люди не просто знатные, Да. порой это были представители самой высшей Да. знати, то есть это были представители королевских домов Европы. То есть, я думаю, можно вообще пофантазировать, и если приглядимся, то увидим кусочек земли или капельку крови какого-нибудь герцога. Вряд ли, конечно. Фантазировать можно всегда. Но додумать можно, да. Ну, пылинка, вот Но это. все-таки надо не забывать о том, что все эти предметы перед выставкой прошли через руки наших реставраторов, Да, которые конечно, тщательно готовили это для Как зрителей. собиралась коллекция? Вы знаете, наверное, так сказать, вот этот вопрос у вас возник не случайно. Вы могли даже не знать об этом. Вы могли просто обратиться. Сегодня у нас достаточно скорбная дата, 22 Да. июня. И ряд предметов, которые находятся на этой выставке, они представлены из, так сказать, бывшего арсенала вермахта и, так сказать, Германии, которые перешли в нашу страну в качестве военных трофеев в 1945 году. Это значительная часть коллекции. И это существенная часть коллекции. Ну, и, может быть, какие-то были меценаты, Частные, да. какие-то частные коллекции? Ну, не надо забывать о том, что у исторического музея очень, так сказать, давняя история и одна из самых лучших коллекций в мире, вообще в полной мере. Наша коллекция составляет около 5 миллионов единиц хранения. И это, конечно, предметы, которые собирались и меценатами России, и специалистами, так сказать, которые отбирались в течение длительного времени. Интересно, а какая аудитория ходит на эту выставку? Да, вот по Мужчины, вашим- женщины? По вашим наблюдениям. Вы знаете, Мужчины, как- женщины, дети. Вы знаете, как правило, вот такие комплексы, они интересны достаточно для широкого круга людей, потому что это, ну, когда мы привыкли говорить об оружии, мы привыкли говорить о нечто брутальном, да. На самом деле люди, которые придут на эту выставку, они, так сказать, увидят то, что действительно называется оружейным искусством, потому что это искусство не только мастеров, выдающихся мастеров, которые создавали вот эти вот защитные комплекты, либо изумительные пистолеты. Не надо забывать о том, что в то время, допустим, чтобы изготовить защитный комплект, это было так же сложно, как Да, сегодня а я хотела изготовить еще, знаете, поинтересоваться, современные о чем? средства вооружения. Вот простое любопытство. А вот сколько весит комплект? Вы знаете... Рыцаря, скажем так. Ну, все зависит от того, что какое количество деталей входит в этот комплект, но здесь необходимо знать только одно, ведь, так сказать, человек должен был не только его должен был защищать, он должен был в нем достаточно активно. Да. И искусство мастера и состоит... Уметь его носить еще, иметь силы. Искусство мастера должно, так сказать, состояло не только в том, чтобы сделать или украсить, а, поверьте мне, кто придет на Облегчить выставку... как-то. Да, а правильно разместить его по телу человека, о том, чтобы, так сказать, вес размещался естественный, чтобы это было как менее заметно. А с другой стороны, правильно носить. И мы знаем о том, что учиться носить вот такие доспехи начинали с самого маленького детства. Ну что ж, все подробности, Свет, померишь Доспехи костюм, вырастали, померишь вырастали, костюм на вырастали. выставке. Вы совершенно правильно. Да. Давайте напомним, до какого числа эта выставка работает. Эта выставка будет работать до 31 января, так что и жители Казани, и многочисленные гости, и болельщики, которые, я знаю, посещают сейчас в Москве и наш музей, я видел огромное количество их здесь, в Казани, на территории Кремля, они, так сказать... Всех ждем. Ну и Получит школьники большое тоже, удовольствие. после того, как закончатся Да, вы каникулы. так увлекательно вперед. рассказывали, что я Спасибо думаю, сейчас большое. действительно многие заинтересовались. Правда, очень интересно. Удачи вам. Приходите, Спасибо за посмотрите. беседу. Обязательно. Ну и мы обязательно познакомимся, конечно же, с экспонатами музея, пока продолжим программу и приглашаем познакомиться вас с книжными новинками, одна из которых отправит вас как раз в историческое прошлое, но уже не Европы, а Китая и Японии. Ну а вторая будет интересна любителям женских романов. Подробности у Веры Гараниной. Хочу обратить ваше внимание сегодня на сказки. Вернее, это не совсем сказки. Книга Лавкадио Хирна «Призраки и чудеса в старинных японских сказаниях». Это древние китайские легенды, изложенные на японский манер. Обе эти страны нам бесконечно интересны, при этом знаем мы про них весьма немного. Китай и Япония, они словно бы охраняют свое древнее прошлое от славянского взгляда. И вот эта книжка небольшая, любопытная. Эта книжка рассказывает нам
о демонах, о чудищах. И если вам интересна мистика, загадки, то эта книжка для вас. Персонажи – живые люди и неживые люди, и не люди даже иногда совсем. И обо всем этом приятно читать поздним вечером, когда уже никуда не надо спешить. И не нужно думать, что в этой книжке собраны какие-то древние страшилки. Вовсе нет. И эта книжка не сборник каких-то легенд с нравоучениями. Нет. Здесь много веселых историй, но в целом они призывают нас к размышлению о себе, о мире, в котором мы живем, об отношениях людей и не людей, и о чувствах, которые есть у всех. Хочу вам представить вот эту вот глянцевую по обложке книгу. Автор ее Маша Трауб. Книга называется «Вторая жизнь». Это женское чтение в чистом виде. Книга рассказывает о жизни двух подруг. Главной героиня Лиза, а ее подруга Полина. Она оттеняет для нас жизнь Лизы. Книга рассказывает о семейном разладе, практически разводе, и об отношении к этой ситуации мужчины и женщины, о переживаниях. Мужчины и женщины по-разному они переживают о своей собственной жизни, о том, что семейная жизнь, она очень хрупкая, и все может разладиться в один момент. И при любом раскладе, так нас призывает Маша Трауб, нужно пытаться сохранить семью и создать все условия, чтобы двоим в ней было спокойно и хорошо. Вот об этом книжка Маши Трауб «Вторая жизнь». Новость для поклонников «Игры престолов». Эмилия Кларк, сыгравшая в нем Дейенерис Таргариен, официально завершила съемки в киносаге, о чем с благодарностью уведомила в своем твиттере. А вот Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, мечтает наконец-то состричь кудри и тем самым кардинально сменить имидж, которого ему приходится придерживаться с первого дня съемок сериала аж с 2011 года. Представляешь, 7 лет крутить бигуди. Ты знаешь, как это происходит. Я знаю, поэтому рада за него. Последний, 8-й сезон «Игры престолов» можно будет увидеть только в будущем году, но вот какие кинопремьеры доступны для просмотра уже сегодня. Они для любителей всех жанров. Есть боевик, есть триллер, есть комедия. Что? Метрополитен? Музей? Начнем с главной мировой премьеры этой недели. 8 подруг Оушена. Да-да, вы не ослышались. Теперь не друзья, а подруги. Угадайте, что они будут делать? Конечно, грабить. Преступницы в юбках собираются украсть $150 миллионов в виде бриллиантов. Да, ну и, конечно же, это надо делать во время публичного мероприятия, к которому будет приковано внимание миллионов. Ситуация комедийная, ну, в общем, так и задумывалась. Комедийный криминальный боевик. Итак, всем приготовиться. Поехали. Отчет пошел. 3, 2, 1. И начали. Она тут. Господи. Это шикарно. Далее триллер «Сага о чудовище. Сумерки». К тем любовным сумеркам этот фильм никакого отношения не имеет. Да и фанаты триллеров, судя по отзывам, картину не особо жалуют. Но, тем не менее, можете оценить. Выросшая в полной изоляции в лесной хижине, героиня ничего не знает о внешнем мире, пока ее не находит местный шериф. Но даже под защитой она не перестает бояться страшных чудовищ, о которых ей рассказывал отец. Чем больше Анна открывает для себя новый мир, тем больше она проникает в тайну монстров и понимает, что ее жизнь неразрывно связана с этой легендой. Главный вопрос: чудовище действительно за ней охотится, или самое страшное чудовище — это ее отец? Надо держать окна закрытыми. Там чудовище. Что за чудовище? Тебе отец о них рассказывал? Где-то в сумерках среди вампиров и оборотней скрываются еще более страшные и древние чудовища. И они охотятся за тобой, потому что ты особенная. Денег не будет, обанкротился завод.
корячишься. И еще один фильм. Это не призыв посмотреть, а скорее предупреждение, потому что продвигают картину достаточно мощно. Она называется «Ночная смена». Снял ее Мариус Вайсберг. Автор таких картин, как «Любовь в большом городе», «Гитлер капут», «Бабушка легкого поведения». Если вам нравятся комедии о половых отношениях, то слушайте и про «Ночную смену». Главный герой — работяга на заводе, денег нет, идет работать стриптизером. Все. Ну и вытекающие из этого последствия. А угадайте, какой возрастной ценз про фильм о стриптизе? Конечно нет, не 18+, а 16+. Вот так и живем. Выбирайте кино с чувством, с толком, с расстановкой. Эй, напей. Они что, скоро не вызовут? Нет, это я здесь работаю. Ну, вот такое бывает, да. Если вам не понравилось кино, хотите в какое-нибудь другое место сходить, у нас есть идеи. Камила Хакимуллина сейчас ими с вами поделится. Всем привет! Сегодня 22 июня, и вновь с вами я, Камила Хакимуллина. В пятницу хочу рассказать вам об интереснейшем госте, который приедет в наш замечательный город сегодня. Внимание к сюжету! Все не просто так сложено. Может быть, наши рейсы отложены. Стас Ярушин выступает для вас сегодня в Корстене. Сольный лайв-концерт яркого и харизматичного музыканта и актера, который выпустил уже 2 альбома и 5 клипов. Его песни «Антон с универа», «Об этом», «Светка моя» и другие ротируются на радио и телевидении. Вы должны это увидеть. «Золотая осень». Спектакль расскажет о том, что такое осень жизни, через откровенные монологи, наполненные тонким юмором, традиционной народной лирикой, актеры представят своих героев бесконечных оптимистов с молодой душой. Не упустите возможность посетить это мероприятие сегодня вечером. Но это еще не все. Продолжайте нас смотреть, ведь в следующих сюжетах вы узнаете, что предлагает наша рубрика для того, чтобы ваши выходные прошли не менее интересно. Дельфинарий в Казани. Быстрее, выше, сильнее. Новая программа окунет зрителей в атмосферу спортивного праздника, ведь артисты ничуть не хуже профессиональных спортсменов. Приглашаем вас увидеть их спортивную закалку, поболеть за звезд и получить заряд энергии и море эмоций. Богатая на события выдалась неделя. Надеюсь, увидимся и на следующей. Ведь благодаря нашей рубрике каждый найдет себе занятие по душе. Всего вам доброго и прекрасных выходных. Завершаем предсказания астрологов. Весы, у вас сегодня, вероятно, неожиданные события, результат которых покажется вам несправедливым, как вместе вчера, да? Возможно, всплывут старые долги или обязательства, о которых вы забыли. Излишняя категоричность суждений может осложнить ситуацию. Сегодня скорпионам изменяет их осторожность, зато усиливается страсть к небезопасным авантюрам и потребность жить текущим моментом без оценки возможных последствий. Не стоит принимать решения сгоряча. Как тренер Месси, Все да? на холодную голову. В арсенале стрельцов сегодня активность, как не у Месси вчера, подвижность, изобретательность, чувство юмора, любовь к разнообразию. Будьте готовы весь день балансировать на лезвии бритвы. Не стоит заключать договоренности, особенно долгосрочные. Помните, что сейчас окружающие склонны расценивать ваши слова и поступки превратно. Козерогам гороскоп сегодня прогнозирует неожиданную прибыль или непредвиденные траты. Постарайтесь не рисковать, не доверяйте первому впечатлению, оно будет ошибочным. Но уверенность и оптимизм помогут справиться с накопившимися проблемами. Водолеям астрологи советуют решительно действовать во всем и не выпускать инициативу из своих рук. Не бойтесь браться за любую работу, хотя реализовать свои планы будет непросто. Рыбам понадобится добрая порция юмора, особенно если дело коснется решения личных проблем. Не все так печально, как кажется на первый взгляд. Подходящий день для рыб, которые задумали переезд, смену работы и путешествия. Все получится отлично, если вы прекратите прислушиваться к чужим советам. Решайте все сами. Ну что ж, это все, что мы успели рассказать сегодня. В понедельник к вам присоединятся Ассоль и Рустем Каримуллин. Ну а сегодня с вами были Светлана Звонарева, Влад Портнов. Мы желаем вам хороших выходных. Пока-пока. Удачи.